В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Управление ветеринарии реализует государственную политику в области ветеринарии и регионального государственного контроля в области обращения с животными. Об итогах деятельности службы республики за прошлый год мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Виктор Семенов, заместитель руководителя управления ветеринарии республики Саха-Якутия. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас задачи стоят перед вашей службой? Управление ветеринарии Республики Саха-Якутия осуществляется деятельность 27 управлений, 8 филиалов, одна Якутская республиканская лаборатория и одно казенное учреждение. Основными задачами нашей службы является обеспечение эпизоотического благосостояния нашей республики, также выпуск в безопасном отношении продукции животноводства и осуществление регионального контроля по обращению с животными. В нашем 2023 году все планы лечебно-профилактические у нас были выполнены, эпизоотическая ситуация оставалась в республике стабильной. Было 23 неблагополучных пункта в прошлом году, что на 9 неблагополучных пунктов меньше, чем в 2022 году. Как оценивается ситуация в республике, именно эпизоотическая? Ну, эпизоотическая ситуация у нас остается стабильной. Есть природно-очаговые заболевания у нас в республике Саха-Якутия. Они бывают постоянно, но они сдерживаются проведением нашими специалистами всех лечебно-профилактических, плановых, противоэпизоотических работ. Вот вы сказали в начале о том, что 29, у нас есть таких неблагополучных моментов. Можно их немного озвучить, некоторые пример привести? Было 23, то есть это по сальмонеллезозному аборту Кабул, по бешенству северных домашних оленей, бешенство диких животных тоже северных и бруцеллез домашних оленей. Некоторые пункты, 9 пунктов, мы в прошлом году закрыли. Ну, а сколько административных дел возбуждено в отношении владельцев домашних животных, которые допустили нарушения? В отношении граждан, которые допустили нарушения, по статье 5.4 Кодекса административных нарушений Республики Саха-Якутия было составлено 802 протокола и вынесено на общую сумму 686 тысяч рублей, и также объявлено 272 предупреждения. Хотелось бы отметить, что в конце 2023 года в Кодекс административных правонарушений по статье 5.4 были внесены изменения, в котором уже при выявлении нарушения штраф налагается сразу от 1 до 3 тысяч рублей, и во второй раз повторно, если выявлено нарушение, от 3 до 5 тысяч рублей. Давайте озвучим самые такие распространенные нарушения, которые наблюдаются. Самое распространенное нарушение – это когда хозяева осуществляют самовыгул собак. То есть они отпускают их со двора. Они должны содержать животных, например, хозяйские собаки, в своем дворе и выгуливать во дворе, либо сажать на цепь. Но они не должны собак оставлять на улице, и они не должны гулять на улице с самовыгулом. Если хозяин выгуливает собаку, то он должен придерживаться правил и, соответственно, выгуливать собаку с намордником и с поводком, а также потом выбирать за своими питомцами продукты их жизнедеятельности. Это касается именно домашних животных, Домашних. А если смотреть на других животных, я вспомнила случаи, когда в социальных сетях очень распространилось видео, как у нас по центру города очень часто появляются лошади. Можно тоже привести такие случаи, какие бывают нарушения с другими животными. Ну, с лошадьми у нас есть в Хатасах, скажем так, штрафстоянка, и при выявлении лошадей, табуна, в городе Якутске, они их отгоняют туда, задерживают и находят хозяева. И после того, как хозяин оплачивает штраф, он может забрать со всех своих лошадей с этой штрафстоянки, скажем так. Хорошо. В городе и в районах проходят рейды по соблюдениям правил содержания именно собак, то же самое распространенное. Да. Расскажите подробнее об этих рейдах и мерах ответственности владельцев. В целях обеспечения населения, которые бегают собаки, чтобы не было укусов, администрациями
административными комиссиями городов, поселков, также совместно с полицией проводятся рейдовые мероприятия, в которых принимают наши инспектора. Всего в 2023 году было проведено таких рейдовых мероприятий 1027. При этом наши работники ведут разъяснительную работу, раздают памятки, беседуют, и также у нас на телевидении был социальный ролик. А как все-таки обстоят дела у нас в районах, в улусах по этой проблеме? По этой проблеме у нас ведется работа в республике. В 2023 году было 14 приютов и 11 пунктов передержки собак. В 2023 году в них всего поступило 5048 собак головы. Из них нашло хозяев, было пристроено 1500 собак, и в конце года оставалось 1600 собак. А что касается именно столицы республики, города Якутска, какие-то перспективы? Ну, в столице самое большее количество, конечно, нарушений и собак безнадзорных находится в городе Якутске, так как у нас отпускают с частного сектора, и у нас осенью бывает всплеск таких безнадзорных собак, когда люди берут летом себе на дачу и оставляют, и либо выпускают, не берут с собой квартиру и оставляют на произвол судьбы своих домашних питомцев. Ну вот с животными без владельцев как обстоят дела как раз таки? Они, получается, что тоже безнадзорные, без владельцев, да? Это самая распространенная проблема, скорее всего. Да, их при выявлении таких безнадзорных животных граждане могут обратиться в управу, к нам, либо в полицию, и, соответственно, выезжает бригада отловщиков и их помещают в приют. В приюте с ними проводят 7 мероприятий по ОСВ, на которые выделяются специальные деньги из бюджета республики. И некоторые собаки находят своих хозяев, некоторые забирают, некоторые отправляют в другие регионы. И если есть желание, вы можете, любой гражданин может подойти в этот приют и забрать себе понравившуюся собаку, либо щенка. Ну, хотелось бы еще отметить, куда обращаться все-таки, потому что постоянно этот вопрос, он каждый раз, каждый год весной прям стоит, и люди не знают, куда обращаться. Какой-то единый номер, возможно, есть телеграм-канал. И за какое время приезжают отловщики собак? Гражданам надо обращаться в единую диспетчерскую службу ЕДДС города Якутска, и либо в управу. Телефоны на сайтах у них все есть, и если заявки принимают диспетчерские службы, тот же день отловщики выезжают, они ездят каждый день и отлавливают таких собак, животных. Вот как в ветеринарных учреждениях республики обстоят дела с автотранспортными средствами? Тоже такая проблема раньше была, а как сейчас в этом году? В управлениях ветеринарии у нас в прошлом году было 141 транспортных средств. Средний износ там был почти 80%. Но работа в этом проводится, и правительством Республики Саха-Якутия в прошлом году было выделено 90 миллионов. Мы закупили 22 единицы автотранспорта, дезинфекционной установки на базе УАЗ «Фермер». И в апреле этого года на Комсомольской площади наш Илдархан Айсен Сергеевич Николаев в торжественной обстановке вручил ключи от этих автомобилей директорам, руководителям наших подведомственных учреждений, и эти машины уже выехали в районы. И также в этом году, да, мы планируем еще закупиться, чтобы обеспечить наши северные районы снегоходной техникой и моторными лодками. Ну и все-таки немаловажный факт – это обеспечение кадрами. Насколько оно у вас укомплектовано, какова зарплата? С кадрами у нас, как везде, проблема. Наша служба состоит в общем количестве где-то 1700 человек по штатному расписанию, но по факту работают 1400 человек. И средний возраст наших работников составляет 43 года. То есть в кадровом отношении у нас ощущается нехватка молодых специалистов. Мы работаем с Академией государственной сельскохозяйственной нашей и сельскохозяйственным техникумом по привлечению молодых кадров в нашу службу. С некоторыми районами у нас заключены трехсторонние договора, по которым по возможности
муниципальных образований обеспечивают молодых специалистов наемным жильем. По коллективному договору у нас предусмотрены подъемные, и за аренду помещений в течение 2 месяцев оплачивается управлениями. Работа в этом плане продолжается по привлечению молодых специалистов. Ну и как успешно этот проект себя показал? В прошлом году у нас в наше управление поступило всего 24 выпускника из местных АГАТУ и СХТ. И мы в этом году планируем такое же количество, чуть-чуть больше молодых специалистов набрать для обеспечения кадровой службы наших ветуправлений. А имеются ли у таких студентов стипендии какие-нибудь специальные? Специальных стипендий, к сожалению, нету, потому что есть программа же, да, «Земский доктор», например, или «Земский учитель», по которому молодые специалисты, которые выезжают, получают по определенной сумме. Но мы этот вопрос прорабатываем и тоже хотим, чтобы наши молодые специалисты попали в такую же программу. Да, действительно очень актуальная, да, программа. Да. И давайте все-таки озвучим условия данной программы. Возможно, кто-то, посмотрев, тоже заинтересуется. Мы работаем только над этой программой. Если так же, как и земский доктор или земский учитель едет работать, то он получает, грубо говоря, 1 миллион, по-моему, рублей или сколько-то. 2 миллиона. 2 миллиона. И в течение каких-то лет должен отработать. Если он отработает, то, возможно, молодой специалист там женится, выйдет замуж, заведет семью и останется работать. Да, действительно. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. А я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До новых встреч в эфире.